Короче, вот мы приехали на развязку, и уже направление у нас Омское идет. Значит, тут Янки. Магнит. Огромнейшая база Магнита. Просто вообще офигеть какая. Вот он, пригород Новосибирский Нордмолл. Офигеть, да? Это вам не Айкут какая-то. Вот такие вот тут развязочки. Ну, быстро проезжаешь, в принципе. Судя по тому, что нам прямо 563 километра Новосибирск, мы как-то незаметно боком обошли. Мы проезжаем реку. Вот нифига там волны-то, елки-палки. Вот ветруган-то. Это как море, да. Я смотри, когда она из берегов вышла. Берега-то затопленные. А самый прикол в том, что там какая-то пробка. Жалко, что Да, вот плохо видно с заборов, но. по причине ничего. Ну-ка, открой окно. Вообще просто. Размеры. Смотри, как. Ну, это ветер. Да, она прям какая-то. Стоим на мосту в пробке. А мы все стоим на мосту, все точно так же в пробке. Ну, с моста уже почти съехали. Ветрище. Зато комариков нет. В машине жарко от солнца печет. А на улице ветрище холодный. И пробка. Короче, встряли мы на этой речке, вернее на этом реверсивном движении, что там ремонт дороги какой-то идет. Да, третий раз останавливаемся надолго. Сейчас часик, по-моему, потеряем с мелом. О, как можно только близко, конечно. На себя только. Проехали. Мы ехали, там было 560 километров, а сейчас 700. Ой, 670, да? Прошло 3 часа. Да. Сейчас первый съезд наш. Здесь, видать, уже со скоростным режимом получше. Быстрее доберемся. Может быть. Вот, остановились, перекусили, побегали, размялись. Попытались сходить до туалета. Но в условиях нашей страны это не всегда бывает возможно. Проехали. Информационные щиты нам говорят о том, что осталось 670 километров, уже 660, но на самом деле значительно меньше, потому что навигация нам как бы не врет. Ветрено, ой-ой-ой, как ветрено. Вот в машину садишься, в машине жарко на солнце, а выходишь из машины, такой пронизывающий ветер, что такое? Ёлки-мотылялки. Закрыл, что ли? Нет, оторвалась эта хрень. Надо сейчас ее. Ветровик. Да, ветровик, ага. Надо на скотче. Была небольшая неприятность, оторвался ветровик. Но все починено. Вовремя замечено. Попадаются уже первые насекомые. Видать, тепло стало. Они выходят на дорогу. На дороге это, видать, теплее. Омск 612. Едем. До Омска 608. Навигация говорит, что 500. Дорога вот такая вот четырехполосная. Посередине отбойник разделительный. Вообще лепота. Вот если она прям такая была бы до самого конца, это было бы супер. На улице все так же.
12 градусов тепла. Боковой ветер машину иной раз даже пытается сдуть с прямого курса. Сейчас ни пробок, ничего нету. Все красота, но холодно. Очень холодно. Выходили покушать, замерзли, сели в машину, стало жарко. Вообще хотели побегать и размяться, но в итоге покушали. Да. Нет, но некоторые, в принципе, и размялись. Прям едешь, для бота. Деревья прямо загнутые стоят от ветра. Как бы это нормально так ветер все продувает. Машину сносит. Такое ощущение, что он все сильнее и сильнее становится. Омск 597. Ну и вот уже до Омска осталось 591. Мы через каждые 3 километра в эфир выходим. На самом деле просто для картинки красивые развязки. Все по-человечески, дороги ровные, многополосные. Только туалеты у них капец какие обосранные. Блин, ну там такое ощущение, что столько лошадей ходило. Короче, сейчас заправились газом. 1300 какой-то километр. Гостиница, заправка. Акин называется. Только за наличку. Переходника нету. Заправил мне аж 46 литров в 50-литровый баллон. Отродясь туда 41 максимум входил. Ну там сидит бабушка, блин, она реально ничего не умеет. Единственное место, где дешевый газ. Но вот тут что-то какие-то болота прям кругом. Мне аж страшно ехать. Значит, у нас 450 километров до Омска. Мы останавливались в кафешке, размялись. Дети побегали. Мы поели, дети тоже поели, попили. Короче говоря, нормально так время провели. Поехали дальше. Стояночка такая прикольная. Цветочки вокруг посажены. Скамеечки есть, где посидеть. И градусник самое интересное, что уже показывает плюс 18 на солнце. А у нас за бортом 16 градусов. Вот сейчас погодка нормализовалась, солнышко светит, нам даже жарко тут в машине. На этом промежутке от Новосибирска до Омска появились гаишники. Как выставляют камеру, а сами за углом стоят. Они бдят. Вокруг какие-то озера, болота, не пойми, что такое. Как там проложить вообще реально хорошую дорогу, я не знаю. Убинская 24, Омск 441. А у меня 360 показывает. Это такое ощущение, что дорога пытается сама себя убить с помощью дорожников. Мне здесь местность, честно говоря, не нравится. Что-то какая-то она как будто буквально туда, вот особенно с этой стороны, куда-то дальше там загляни, кажется, что там болото. Местный камыш от якутского камыша очень сильно отличается. У нас не до камыш, походу. Здесь камыш. У нас якутский камыш положен, пыльный, грязный. Приезжаем в Убинский район Новосибирской области. А все-таки Новосибирская область есть. Видать, есть и Новосибирская, и Кемеровская. Наверное. Знаешь, что ты взял? А я почему-то, я помню, что Новосибирск вроде как Кемеровская область. Вот, не знаю, откуда там такая информация была. Там же Кемеровский. Кемеровский район, может быть, а области такой. Нет, Кемеровская область там была. Да? Какие-то эти нюансы есть. Новосибирск вообще, конечно, огромный, большой сибирский город. Его же называют еще сибирской столицей России. Ехали мы в Куйбышевский район, но на этом месте Барабинский район. Вот. Выехали, короче, с Куйбышевского района, пока камеру я реанимировал, теперь Барабинский район. Все, это, кажется, батарейка что-то херды. Город Эдвинск, 80 километров, или Эдвинск, 80. Слышали про такой город? Я тоже не слышал. Еще одно забавное явление обнаружили. Навигатор, который работает от Яндекс.Навигатора, он нам все время пытается сказать о том, что камера на 70.
знак 70. А где Навител не знает, он сохраняет молчание и ничего не говорит. Ну и все, на подъезде к Омску. Сколько-то там, 160 с чем-то километров осталось. Направо Сатарск, налево Новотроицк. Интересно, в каком месте, какой он круто. Часовенка, наверное, церквушка. Движение, конечно, уже более интенсивное, нежели чем мы ехали до этого. А вот и выезд, кстати. 163 до Омска и почти 1000 до Челябы. Тут, короче говоря, фуру за фуру идут. Вот турецкий, ну, яркий представитель отечественного автопрома проехал. Такие тоже случаются здесь. За ними, конечно, адские пробки. Максим Михайлович тренируется выезжать на встречную полосу. Такой пейзаж за окном мирный, но ничем не запоминающийся. Вот когда вот сейчас, в принципе, идут поля, леса, да, вот так перемешку, ну как леса, лесополосы, еще более-менее. Так, опять неудача. В общем, Яндекс.Навигатор. У нас там 15 километров до столовки. Но нам столовка не нужна. Нам нужна, вообще план у нас такой. Доезжаем до Омска, где-нибудь там ночуем. Мы сняли номер. Гостиница пока не знаю, как называется, позже скажу. Ну, все любят вот это вот все снимать. Ну, тут уже мы побывали. Короче, душевая, тубзик, рукомойник, зеркало, все присутствует. Дверь, план эвакуации обязательно, просто в обязательном порядке. Так, свет выключили. Прихожка небольшая, шкафчик. Вот сюда уже своих вещей понакидали. Вот, понакидали своих вещей, игрушек. 2 кроватки. Телевизор, 2 тумбочки, тут всякие розеточки, туда-сюда, светильнички и вот такое вот панорамное окошечко. Вот такое вот. Короче говоря, и вид на соседний мотель почти идентичный этому. Он, скорее всего, то же самое, та же самая организация, потому что здесь написано СДК, да? 2. Там, скорее всего, СДК 1. Во дворе охраняемая парковочка. В общем, все как бы нормально, круто. Не то, что мы в прошлый день ехали до ночи до Новосибирска и так и не доехали, и устали, и сегодня с утра тоже все сонные были. А так все чугейно получилось. Сейчас мы спустимся в кафешечку, покушаем. Ну, просто вообще, тут даже номер с кондиционером есть. И стоит все это добро 2200 рублей. Ребенок тоже довольный, особенно это окно ей нравится. Она просто счастлива, приняла душ после пыльной машины. Ну, не пыльная, после все равно душной машины. Рядом имеется заправка сразу. Там автомагазин продуктовый. Что там? А, стол, да, там, кстати, ух ты, тут еще, оказывается, у нас терраса есть открытая. Веранда, как правильно сказать. Вот. Там вот, может, видите, кусочки стульев и столиков. Вот там. Да, у тебя тут даже домик для игрушки есть. Еще бутылка и кружка, конечно. Вот так вот. Сейчас ждем какое-то время, заодно переписываются файлы на компьютер, и мы идем в кафешечку и отдыхаем уже наконец-то. Завтра, может быть, подольше поспим, поедем. План такой, что заехать в Тюмень к вечеру, снять там, может быть, квартиру, может быть, и номер, и погулять по Тюмени. Очень хочется посмотреть этот город, что в этом городе много можно чего посмотреть. Он очень красивый. Ну и посмотрим, что это как на самом деле все это выглядит. Так что Тюмень, жди нас, скоро мы приедем. Пульты, все работает, ничего такого нету, чтобы оборванное, обглоданное было. Вот радиатор в номере, не знаю, как в других номерах.
Ну, у соседей у наших компаньонов, вернее, у Ой, ты такой. попутчиков, у них номер, конечно, покруче. Они сняли люкс. Ну, там прям вообще огонь. Двухкомнатный, там большие кровати, кресла стоят. У нас такая классная гостишка. Да. Да. Намылись мы. Да. О, такие высокие потолки. Короче, 2 кровати, хорошая постель, хороший матрас, телевизор с мультиками. Так, тут 2 у нас кровать, тут наши вещи, все дела. И у нас обалденное панорамное А окно. это как? Где тут окно? Тут солнышко, правда? Мама. И погода сегодня шикарная. Но у наших друзей люкс там вообще шикардос. В общем, круто. Как-то так это выглядит. Пикс. Еще здесь есть вот такой вот, такие бильярдные столы. Как бы все выглядит круто. О, детская комната есть. Вот так вот все это выглядит. Магазин, кафе, вход. Тут какая-то приблуда для приготовления мяса в различных вариациях. Служебный вход, стояночка. Там душ, бассейн. Да, даже бассейн есть, кстати. Значит, там у нас мини-маркет и АЗС, автозаправочная станция. Ну, вот сам мотель, это вид со двора. Сейчас мы идем к машине, надо забрать, что-то нам там забрать надо, вот, какую-то мелочевку. А так вот все красиво, все прям шикардос, полнейший, сосны. Все как мы любим. Вот, получается, большая стоянка для дальнобоев, баня, душ, сауна, бассейн, даже сауна еще есть, вообще не сказал. Вот наши автомобили, 14 регион. Вот там, получается, находится трасса, и напротив, получается, такой же мотель. Как он называется, не знаю. Посмотри, какое чудо такое.